Самый первый человек, его зовут Берик Жаденов, он пришел к нам, сел вот так передо мной, да, и говорит, ну, рассказывайте, что у вас тут. Ну, я такой сел, человек взрослый, ну, начал объяснять. Вот, ага, мы хотим объединиться. На тот момент было по 35 тысяч тенге. 5 тысяч тенге – это членские взносы ежемесячные, и 30 тысяч тенге – паевые ежемесячные взносы. Соответственно, я ему объясняю, вот по 35 тысяч тенге, 6 месяцев, вы копите, и по истечении 6 месяцев мы вам приобретаем недвижимость на 9 миллионов тенге. Он такой смотрит, Куке, говорит, о чем ты говоришь? Я столько лет работаю, там, создаю движ, да? Но, тем не менее, даже сейчас дай мне 5 лет, я не могу тебе гарантировать, что я куплю себе квартиру. Этот день мы, конечно, очень знаменательный, поэтому мы его до сих пор помним, который большое значение в нашей жизни вообще сыграл этот день. Мы вообще жили в поселке, здесь вблизи, 160 километров отсюда. И потом жена узнает через соцсети, что вот открывается такой вот новый кооператив. И предлагает мне. Я был вообще скептиком, я вообще отношусь к таким вещам, тем более сейчас в наше время. Если это нехороший знакомый, какие-то там без проверки определенной там доверять, сами знаете, в наше время очень тяжело. И я сразу скептически отнесся и говорю, да нет, это такое не может быть. Это слишком такие условия мягкие, это, говорю, нереально. А что там написано было? Ну, я не читал, просто она мне сказала, что там можно получить квартиру в городе за короткое время, с минимальными вложениями, без первоначального взноса. Послушал, я говорю, да, конечно, хорошо, но я говорю, что-то я не верю в это. А потом мы приехали в город за продуктами. И она говорит, а помнишь, что ты ей говорила про этот Рой? Давай, говорит, зайдем в офис к ним. И я говорю, что-то, говорю, сейчас у нас по времени, кажется, мы не попадаем туда. Надо уже ехать. И в это время, проезжая мимо этого офиса, оказывается, у нас ломается машина. Глохнет само собой, не заводится. Пока мы там начинаем ковыряться, проходит определенное время, и она говорит, вот же офис, давай просто зайдем. Говорит. И мы вот так вот, как знак был, что заходим. В первую очередь я благодарю Всевышнего. Без него ничто не происходит, как вы понимаете. Мы в это 100% верим. Она просто, я тут не стал на эту камеру, там, на мелочи. Она 3 раза заглохла там. Мы сделали ее, мы поехали там, последним делом мимо проезжаем, мы еще договор не составили. Она опять там на том же месте заглохла. Потом эти приехали работники, говорят, там у вас такая деталь поломалась, которая, говорит, там, вот сейчас полчаса постоит и дальше поедете. Она нагревается и это отключается. И в итоге мы поехали, уехали отсюда, кружились по городу по своим делам, и уже к вечеру нам надо было возвращаться, она опять там же заглохла. И нам просто пришлось полчаса сидеть, чем в машине, вот пойдем в Рой посидим. И так мы составили договор. На 3-й раз зашли, когда договор-то вот тогда составили. Как раз там сидел Арген Варингалиевич сам. Тогда персонала такого, как сейчас, не было, такого масштаба не было. У нас как раз в кармане были эти 35 тысяч. И, в общем, Аллах таукель, бисмиллях, давай, ладно. Я согласился, и мы первый взнос внесли. И пришло время второго взноса, помню. Мы все это вовремя все вносим. У меня на данный момент сейчас 6 детей пока, 5 сыновей и 1 вот дочь моя. Старший Нурсултан у нас сейчас поступает в этот летное училище в Актюбинске. Абдулла и Имран, они сейчас находятся в лагере, поэтому не здесь с нами. Ясмина идет у нас, Мухаммад. И вот Фарух, 3 годика. Дети самостоятельны. Когда мамы нет, она заменяет полностью маму у нас по хозяйству. Да. А нет, с лимоном давай, дочь. Мы подписали договор. Я посмотрел ее, все эти пункты. Там все было правильно. Юридически грамотно оформлено. Все законно, зарегистрировано. В реестре должно было пройти 6 месяцев вообще по договору. И прошло 3 месяца. Мы всего лишь 3 месяца внесли эти суммы. Неожиданный звонок. Конец месяца февраля, у нас уже 54 пайщика. Звоню Берегага и говорю, Берегага, приезжайте, у нас для вас новость. И как раз я приехал, и он говорит, вот первая выдача, вы первый наш пайщик. Я как-то вообще был ошеломлен. Я думал, это просто какая-то особенный день, короче. Сказка. Я же был скептиком.
И в итоге все закружилось, так, там они организовали стол, это торжественно на таком моменте. И так подготовились, и так сказали, что я, конечно же, не смог сдержать чувство от неожиданности. Чувства перехватили меня, эмоциональность. Я был в шоке. Кому первым позвонил? Конечно же, жене. Конечно, жене. Она была вообще... Эмоции, конечно, тоже перехлынули ее чувства. Она говорит, что, правда, что ли? Я говорю, ну, конечно, говорю, вот, я же тебе звоню. Ну, и там, конечно, визги. Нам сказали искать квартиру, мы начали искать. Тогда квартиры стоили где-то около 6-7 миллионов. Вам выдавал Ройс сколько? 8 миллионов. До 9 миллионов, но просто мы уложились в эти 8. Зачем нам лишний миллион? И мы просто взяли 8. И так вот нашли квартиру, так и купили квартиру, и так вот перебрались в город. Дети здесь живут, и сейчас все счастливо, все живем. Все нормально. Рой выполняет очень большую работу. Желаю, конечно, процветания, чтобы они вперед, чтобы благодаря милосердию, благодаря вот этому помощи людям. Это когда ты помогаешь людям, Всевышний помогает тебе.